Добрый день, уважаемые эксперты. Меня зовут Петухов Саян, ученик 6 класса. Тема доклада «Культ лошади у якутского, казахского и тувинского народов». Целью нашей работы является изучение и сравнение культа лошади у тюркских народов. Задачи – изучить породы лошадей, разводимые в Якутии, Казахстане и в Туве, сравнить значение культа лошади у тюркских народов, провести сравнительный анализ, наблюдать за разведением и содержанием лошадей якутской породы. Актуальное исследование. Данная работа обусловлена необходимостью сохранения культурного наследия предков. Новизна. Попытка рассмотрения роли и значения лошади у тюркских народов. Предмет исследования. Культ лошади. Объект исследования. Значение культа лошади у тюркоязычных народов. Методика исследования. Изучение, сравнение, наблюдение. Гипотеза. Мы предполагаем, что культ лошади имеет много общего в духовном восприятии у якутов, казахов, тувинцев. Порода лошадей, разводимые в Якутии, можно разделить на якутскую, приленскую, мегиженскую. Якутская порода. Коренной тип – это чистопородные якутские лошади. Своими корнями они уходят к перевезенным предкам якутов из Прибайкалья и являются их прямыми потомками. Эти лошади мелкорослые, шея короткая, толстая, холка низкая, но достаточно широкая, спина средней длины, круп широкий, ноги короткие и крепкие. Мы изучили разделение лошадей по возрасту. В Якутии лошади бывает около 30 разных оттенков. Масть лошади зависит от возраста лошади и времен года. Лошадь в течение года меняет свой цвет 8 раз. Казахская порода лошадей. Современные чистопородные казахские лошади имеют высоты в холке 131-139 см. Охват груди 158-166 см. Охват пятки 16-19 см. Существует два типа казахской лошади – Адаев и Джаве. Казахи выделяют 50 мастей коня. Тувинская порода – местная горная порода, выведенная аратами-скотоводами Тувы, родственна монгольской лошади, но несколько крупнее ее. Средняя высота в холке кобыл около 127 см. Охват пясти 17 см. Живой вес 280 кг. Имеет удлиненный корпус. Таблица сравнения значения культа у тюркских народов. Лошадь в мифах и эпосах. Якуты – люди произошли от лошадей, то есть богатырь Аи является сыном божественного конного скота Джихэгай Аи. У народа Саха есть миф, где вселенная представлена в виде лошади. Голова и шея – это верхний мир, живот – средний мир, хвост – нижний мир. Казахи. Конь человека всегда дается свыше. Он является для казахов символом высшего мира, мира мудрости, мира предков. В Туве бытует с утра о достоинствах коня. Если зрачки лошади темно-красного цвета, значит сердце его богатырское. Она ничего не боится. Если у лошади грудь подобна львиной, это признак хорошего скакуна. Выносливость. Якутские лошади с длинной шерстью очень выносливы. Зимой копытами добывают траву из-под толстого снега. Казахские лошади способны проходить большие расстояния, быстро восстанавливают силы, легко перенося голод и жажду. Тувинские лошади приспособлены к бездорожью, способен пройти по горной тропинке. Он легко находит удобную дорогу среди огромных валунов. Свидетельство о первостепенного значения коневодства. Якуты богато украшали лошадь во время празднования исэх и сосуды для питья кумыса чораны. Казахи. Образ коня запечатлен в поговорках и пословицах. Тот не чигит, кто хоть раз не сидел в коне. По поверьям казахов лошади считались священными животными и надеялись свойством оберегать талисман кют, приносящего счастье, богатство, удачи. Тувинцы. Конь словно олицетворение собственного положения в обществе, успешности и благополучия. К нему относились как к близкому другу. Употребление мяса и молока лошади.
Якуты, казахи, тувинцы все употребляли кумыс и конины. Скачки. У всех есть скачки. Коновязь. У якутов серьге, у казахов отказык, у тувинцев багалаш. Конское убранство. У якутов ыныр. Украшение для него служил чепраки, кычими, искусно расшитые серебром и бисером. Казахи, арчак, писано по дереву золотом или крыто яшером, а в серебре с бирюзой. Тувинцы, эзер. По обеим сторонам седла обычно висят нарядные кожаные тебеньки и декорированные кожаные чепраки. Насчитывается мастей лошади. У якутов 30, у казахов 50, у тувинцев 19. Наша семья разводит лошадей. У нас 7 убага, 10 кт, 3 соногос, 5 атыр, 18 б. В нашей лошадиной племени предполагают масти Куба Салыр, Сырдык Сур, Арагас. В заключение. По итогам исследования можно сделать ряд выводов. Якуты, казахи, тувинцы высоко чтили лошадь, но значительное место образ лошади занимает в якутской духовной и материальной культуре. У тюркоязычных народов актуальным являлись и являются конные скачки. В нашей работе мы изучили породы масти, разделение по возрасту якутской, казахской и тувинской лошадей. Таким образом, мы считаем, что конь играл важную роль в жизни кочевников, был средством передвижения, служил помощником всадника во время сражения, продуктом питания, поэтому сложилось особое отношение к этим животным у тюркских народов. Спасибо за внимание!